Ассаляму алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Я хотел бы сегодня рассказать о моем дяде Ямбулате Фуате Закировиче, участнике Великой Отечественной войны. Он родился 4 июня 1923 года в село Сулеймановка Неверкинского района Пензенской области. Оставшись 7 лет без отца Закира Джекбаровича, он с малым братьем помогал матери. В 1929 году окончил рано сельскую школу, потому что надо было работать и выжить в это трудное, тяжелое время. С ранних лет работал помощником тракториста, а когда окончил школу механизаторов, работал в колхозе и помогал матери. В Красной армии был призван Неверкинским райвоенкоматом в марте 1942 года. С марта по август 1942 года в запасных частях действующей армии, с августа 1942 года на Сталинградском фронте. Был ранен 12 ноября 1942 года и после лечения был направлен в 93-ю стрелковую дивизию. Ямбулате Фуат Закирович служил наводчиком минометного расчета в 129-м стрелковом полку 93-й стрелковой дивизии. В феврале 1943 года на Юго-Западном фронте был ранен 7 июля 1943 года, а с ноября 1943 года на Третьем Украинском фронте был тяжело ранен 3 апреля 1944 года. После продолжительного лечения в госпитале его признали непригодным к военной службе, и младший-сержант Ямбулате Фуат Закирович был демобилизован из Красной армии 18 октября 1945 года, и он вернулся на малую родину, в село Сулеймановку. Ямбулате Фуат Закирович был награжден орденом Отечественной войны первой степени, 2 медалями за отвагу, медалями за боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за взятие Будапешта. Всего имел 5 благодарностей Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Пройдя Великую Отечественную войну и вернувшись на малую родину, фронтовики активно включились в мирный труд. Вчерашние фронтовики вновь стали трактористами, комбайнерами, шоферами, плотниками, учителями, врачами. Фуат Закирович работал в колхозе трактористом и женился на Текии Шарипжановне из села Демино, и родились у них 6 детей: Серур, Адия, Фаис, Арит, Ибрагим, Марьям. Затем работал он в колхозе бригадиром и по возрасту вышел на пенсию. Воспитывал молодежь в духе патриотизма и уважения к старшим. Награжден юбилейными медалями Победы, орденом Знак почета за трудовую доблесть, за доблестный труд, за спасение детей, ветеран труда и другими медалями, избирался депутатом сельского совета. Дожив до 90 лет, Ямбулате Фуат Закирович скончался 19 февраля 2014 года и похоронен был в село Сулеймановка. Они через всю жизнь пронесли добрые воспоминания о павших героях-однополчанах. Нетленна память потомков о войне. Чем дальше уходит время, все выше становится подвиг наших воинов-земляков. Уходят солдаты своей кровью и потом добывшие великую победу, а вместе с ним живая история и летопись героических сражений, боевой стойкости, мужества, героизма и самопожертвования. Вечная слава, вечная память героям победы, солдатам Сулеймановки.